23 мая в Ингушетии, как и по всей стране, стартует основной период сдачи ЕГЭ. Экзамены в этом году сдавать будут более 3000 человек в 10 пунктах, которые будут оборудованы системой видеонаблюдения и рамками металлоискателей. По поручению президента России Владимира Путина в текущем году выпускникам будет предоставлена возможность пересдать единый госэкзамен по одному из предметов по их выбору, чтобы улучшить свои результаты. С этой целью устанавливаются дополнительные даты проведения ЕГЭ – 4 и 5 июля. По данным Минобразования Республики, в региональной информационной системе заявлено 3121 участник. Среднемесячная начисленная зарплата россиян до вычета НДФЛ с учетом премий и надбавок превысит 100 тысяч рублей в 2027 году. Следует из сценарных условий прогноза социально-экономического развития на 2025-2027 годы. Планка в 100 тысяч рублей будет преодолена как в базовом, так и в консервативном сценарии, который предполагает более быстрое падение курса рубля и более высокую инфляцию. Согласно базовому варианту прогноза Минэка, в 2024 году зарплаты прибавят почти 10 тысяч рублей по сравнению с прошедшим годом и приблизится к 84 тысячам. Но затем темп роста начнет замедляться. В 2025 показатель достигнет 90 тысяч, а в 2026 – 97 тысяч 39 рублей, следует из прогноза. В конце прогнозного периода в 2027 году зарплата достигнет 103 403 рублей. Более 5 миллионов детей отдохнут в рамках летней оздоровительной кампании в этом году. На это государство выделит около 77 миллиардов рублей. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой по итогам совещания. Количество организаций для этих целей составит почти 40 тысяч. Планируется, что в рамках оздоровительной кампании в 2024 году отдохнут на 100 тысяч человек больше, чем в прошлом году. Общий объем финансирования организаций детского отдыха на 11,6% больше показателя 2023 года. Новые находки обнаружили сотрудники Джайрахско-Асинского музея-заповедника в ходе инспекционной поездки в Средний Оздик. Неучтенный небольшой городок наземных, подземных и полуподземных склепов, по предварительной информации, насчитывающий 22 объекта, находится в лесном массиве в 300-400 метрах юго-западнее средневекового башенного комплекса. В ходе дальнейшей исследовательской работы сотрудники выполнят обмеры, фотофиксацию и инвентаризацию данных объектов, чтобы обеспечить их сохранность и целостность. Каждое сооружение будет в обязательном порядке тщательно изучено учеными и специалистами профильных учреждений. Подходит к концу возведение Альтиевского водозабора, строящегося в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», входящего в федеральный проект «Чистая вода». На главном водном объекте ведется второй этап работ – строительство канализационного коллектора, насосной станции, 2 станций ультрафиолетовой очистки воды, накопительного резервуара и водовода. На старом водозаборе, построенном в 1960-х годах, было 8 скважин, и только 4 из них были действующие. Технически они уже сильно устарели, и в этой связи остро ощущалась нехватка воды, особенно в летнее время. Мощность модернизированного водозабора и станции очистки воды составляет 24 тысячи кубических метров в сутки. Этот объем позволит закрыть многолетний вопрос с водоочисткой и обеспечением водой населения не только Назрани, но и ряда сельских поселений Назрановского района. Строительство здания Госфилармонии в Магасе перешло в активную фазу. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава республики Махмуд Али Калиматов. Строительство филармонии, начатое в декабре 2023 года, должно завершиться в декабре 2026. Это первый крупный объект культурного назначения, который строится в Ингушетии. Как сообщил глава, будут и другие объекты – Национальная библиотека и Русский музыкально-драматический театр. Долгое время коллектив Госфилармонии работал в сложных условиях, в арендуемых помещениях, которые не соответствовали профессиональным требованиям. В Госдуму внесен законопроект, отменяющий штрафы за тонировку передних боковых стекол, если их светопропускание не меньше 50% от показателя, установленного требованиями техрегламента. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что тонировка защищает от прямых солнечных лучей, отрицательно влияющих на зрение водителя, снижает температуру нагрева салона, в то время как использование кондиционера существенно увеличивает расход топлива. Требования же к светопропусканию ветрового стекла предполагается оставить без изменений. Нередки случаи, когда самим водителям, находящимся в своем автомобиле, требуется срочная медицинская помощь, либо когда водители демонстрируют неадекватное поведение. И в таких случаях инспекторы ГИБДД или иные уполномоченные лица должны иметь возможность выявлять и пресекать подобные ситуации, отметили в записке.
В 2024 году в Назрани будут отремонтированы 11 улиц. По нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» по заказу городской администрации в нормативное состояние будут приведены улицы Насыркордская, Магушковая, Горбек-Хаджи, Шаймиева, Фабричная, Таргимская, Барханоева, Октябрьская и проспект Базоркина. Улицу Сучоева отремонтируют в рамках программы формирования комфортной городской среды, а улицу Гурьевская заасфальтируют в рамках бюджетного плана мероприятий на 2024 год Центрального административного округа.